Мыктыбек Оралбай идет на серии из 2 досрочных побед, финишировав Тимурой Тофика Мусаева и нокаутировав Джека Хермансона. До этого 28-летний уроженец Кыргызстана потерпел первое поражение в организации, уступив раздельным решением Матиушу Ребецки. Крис Кёртис в предыдущем поединке выиграл раздельным судейским решением у Макса Гриффина. Тем самым 38-летний американец закрыл серию из 2 поражений в боях против Брендана Аллена и Романа Копылова. Молодость и напор против опыта и техники. Мыктыбек Оралбай. Восхождение новой звезды 28-летний кыргызстанец находится, пожалуй, на пике своей формы. Его решение подняться из легкого веса в полусредний выглядит полностью оправданным, учитывая результаты. Импульс победы над такими именами, как Тофик Мусаев элитный ударник и Джек Хермансон, ветеран среднего веса, говорят о том, что Мыктыбек не просто борется, он стал универсальной угрозой. Нокаут против Хермансона – это серьезная заявка, подтверждающая, что мощь Мыктыбека сохранилась и даже выросла с набором массы. Стиль Мыктыбека – это давление. Его борьба всегда была на высоком уровне, но добавление нокаутирующей мощи делает его проходы в ноги еще опаснее, так как соперники теперь вынуждены реагировать на его руки. Физика он моложе соперника на 10 лет. В 28 лет организм восстанавливается быстрее, а рефлексы острее. Chris the Action Man Curtis. Последний поход ветерана Кёртис. Один из самых техничных боксеров в ММА, но время работает против него. Ему 38 лет, и решение спуститься в весе из среднего в полусредний на этом этапе карьеры – огромный риск. Опыт Кёртис видел в клетке все. Его защита корпусом шалдер-ролл и контрудары доставляют проблемы любому, кто пытается рубиться с ним на руках. Победа над Максом Гриффином показала, что у него еще есть порох. Защита от тейкдаунов. Исторически у Кёртиса феноменальная защита от переводов, часто выше 90%. Это будет главным препятствием для Мыктыбека. Весогонка до 77 кг в 38 лет может сильно ударить по выносливости, бензобаку и способности держать удар. Если бой затянется, обезвоживание перед боем может сыграть злую шутку с американцем. Ключевые факторы победы — скорость и темп, преимущество за Мыктыбеком. Мыктыбек пришел из легкого веса, Крис — из среднего. Разница в скорости рук и передвижения будет заметна сразу. Мыктыбек сможет входить и выходить из дистанции быстрее, чем Кёртис успеет взвести свой контрудар. Если Мыктыбек навяжет высокий темп с первых секунд, Кёртис, истощенный весогонкой, может просесть уже к середине 2-го раунда. Борьба у сетки преимущества за Мыктыбеком, даже если Кёртис заблокирует проходы в центре. Мыктыбек отлично умеет прижимать к сетке и висеть на сопернике, высасывая силы. Учитывая, что Мыктыбек недавно финишировал Тимурой, Кёртису придется постоянно думать о защите конечностей, что откроет бреши для ударов. Единственный шанс Кёртиса – заставить Мыктыбека играть в бокс. Если Мыктыбек начнет застаиваться перед Крисом и размениваться ударами без попыток борьбы, он рискует нарваться на фирменный левый хук или удар по корпусу от американца. Прогноз на бой в этом противостоянии: слишком много факторов складывается в пользу бойца из Кыргызстана. Крис Кёртис невероятно стойкий боец, но спуск в весе в 38 лет против молодого, физически мощного универсала, который только что нокаутировал средневеса Хермансона, выглядит как стилистический кошмар. Скорее всего, Оралбай будет миксовать угрозы тейкдаунами с быстрыми сериями рук, не давая Кёртису выставить прицел. У Кёртиса, вероятно, начнутся проблемы с кардио из-за весогонки во второй половине боя. И именно там Мыктыбек заберет инициативу полностью. По моему мнению, в этом поединке победу одержит Мыктыбек Оралбай, единогласное решение судей или поздний технический нокаут в 3-м раунде.